В прямом эфире «Чеченской Вести» я Рамзан Абоев и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится понедельник, 15 июня. Стихия под контролем. Стороны уверены, объединение усилий позволит своевременно реагировать на вызовы, связанные с изменением окружающей среды. Чеченское правительство и Росгидромет России заключили соглашение о сотрудничестве. Кадровое назначение. Стремление приносить пользу обществу побудили его в 27 лет сменить профессию и перейти на службу в правоохранительные органы. Саид Магомед Юнаев возглавил управление Росгвардии по республике Марии Эл. По тропам предков. Каждый грот в Елахе хранит молчаливую историю мужества наших предков. Участники пешего похода поднялись в древний пещерный город Вейлах. Из Гродненского международного аэропорта в зону СВО вылетел очередной спецспорт с добровольцами. На протяжении 2 недель под руководством инструкторов Российского университета спецназа бойцы проходили интенсивный курс боевой и медицинской подготовки. В их числе представители самых разных регионов. В путь их проводили представители республиканской власти. Бойцы, обеспеченные современной экипировкой и оружием, по прибытии они пополнят ряды легендарного спецназа «Ахмат». Среди них есть как опытные воины, так и новобранцы. По словам самих добровольцев, чувство долга и ответственность перед Родиной стали главными мотивами для принятия этого решения. Я уже 5-ю командировку нахожусь в Ахмат спецназе. 5-й раз приезжаю в учебное заведение спецназа «Ахмат РУС» во имени Путина. Доволен всем. Если все будет складываться, как и раньше, будем достойно воевать, буду еще приезжать к вам. Чеченское правительство и Росгидромет подписали соглашение, которое выведет мониторинг окружающей среды на новый уровень. Главный акцент сделан на модернизации экстренного оповещения. Теперь жители и оперативные службы будут мгновенно узнавать о резких переменах погоды или экологических угрозах. О том, как именно будет устроен этот информационный обмен, в репортаже Рабят Гайтиевой. Своевременные предупреждения о природных явлениях, эффективный контроль за состоянием окружающей среды. Ключевые задачи, которые поможет решить новое соглашение между правительством Чеченской Республики и Росгидрометом. Документ предусматривает расширение взаимодействия сторон в сфере гидрометеорологии и экологического мониторинга. На церемонии подписания присутствовали председатель правительства Республики Магомед Даудов, первый вице-премьер-министр автомобильных дорог региона Исат Умхаджиев и министр природных ресурсов и охраны окружающей среды субъекта Шерпуди Абдулазизов. Благодаря усилиям главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова и поддержки руководства Росгидромета, Гидрометслужба Чеченской Республики является передовой на Северном Кавказе по количеству и оснащению наблюдательной сети. Активный рост экономики Чеченской Республики будет ставить перед Росгидрометом новые задачи по модернизации наблюдательной сети, повышению точности прогнозов и предоставлению качественной информации для устойчивого развития экономики нашего региона. Уверен, что совместными усилиями мы можем решить данные вопросы. Исходя из того, что у нас, как вы сами знаете, мы уже каждую неделю встречаемся в АКСе. Новый документ является продлением соглашения, действовавшего с 2008 года. Однако он обновлен с учетом современных климатических вызовов, новых технологий мониторинга и изменений в законодательстве. Руководитель Росгидромета Игорь Шумаков отметил эффективное взаимодействие с регионами, позитивные изменения, происходящие в республике. Огромная благодарность за возможность пообщаться с коллегами здесь на месте, потому что действительно этот год он выдался достаточно проблематичным и для гидрометслужбы в целом, и для Северного Кавказа. То, что происходило месяцами ранее, это, конечно, экстремальные условия, которые нам удалось достаточно заблаговременно спрогнозировать. И здесь я благодарен своим коллегам тому темпу развития, которым развивается Северо-Кавказское управление Росгидромета. Я думаю, что дальше у нас будет еще все лучше. По словам главы службы, регион демонстрирует устойчивое развитие и уделяет большое внимание вопросам экологии и сохранения природных ресурсов. Так, подписи под соглашениями подставили председатель правительства Магомед Даудов и руководитель
связи Федеральной службы Игорь Шумаков. Сегодня Чеченская Республика один из самых динамичных развивающихся регионов нашей страны, поэтому меняются запросы наших потребителей. Министерство и ведомств Чеченской Республики, меняется линейка продуктов, которые производит Росгидромет. Поэтому настало время пересмотреть наши условия сотрудничества в сторону их укрепления этого сотрудничества и в сторону увеличения тех продуктов, которыми будет пользоваться Чеченская Республика. Безусловно, мониторинг загрязнения окружающей среды – это очень важное направление деятельности и федеральной службы, и, естественно, каждой республики. Я хочу сказать сразу же, что Чеченская Республика – одна из наиболее чистых республик. Но, тем не менее, мониторинг окружающей среды – это воздух, вода, почва – производится федеральной службой, производится министерствами Чеченской Республики совместно с нами. Документ закрепляет дальнейшее сотрудничество и обмен профильной информацией. Стороны уверены, объединение усилий позволит своевременно реагировать на вызовы, связанные с изменением окружающей среды, и повысить качество гидрометеорологического обеспечения республики. Рабиат Гайтиева, Шамсудин Джабраилов, Вести, Чеченская Республика. Легендарный российский университет спецназа, Чеченский академический драмтеатр и детский ансамбль «Даймок». У делегации Пакистана во главе с чрезвычайным и полномочным послом в России Фейсалом Ниязом Тирмизи график насыщенный. Второй день визита гости начали с посещения могилы первого президента Ахмата Хаджи Кадырова. Они почтили память выдающегося человека, с именем которого связано установление мира в республике. Все детали визита в следующем сюжете. Второй день пребывания чрезвычайного и полномочного посла Пакистана в России Фейсала Нияза Тирмизи начался с посещения села Ахмат-Юрт, где гости вместе с вице-премьером правительства республики и министром национальной политики и внешним связям печати информации Ахмедом Дудаевым отдали дань уважения герою России Ахмату Хаджи Кадырову, посетив его могилу. Встретил их председатель Совета алимов Республик Северно-Кавказского федерального округа Хож Ахмед Хаджи Кадыров. Я очень рад, что вы приехали навестить нашего национального героя Ахмад Хаджи. Он вывел из всех трудностей свой маленький национальный народ на светлый путь созидания и свободной жизни. Это правильно. Сделав референдум, спросив у народа, чего же вы желаете, когда народ сказал, мы желаем жить в составе Великой России, как равноправные члены этой федерации, мы выбрали этот путь. Теперь вся республика приобрела новый вид. Вид созидания, вид строительства, вид процветания. Делегат прочитал дуа, прося Всевышнего даровать Ахмату Хаджи наилучший удел в раю. Вспоминая первого президента Чеченской Республики, посол отметил, что он был истинным мусульманином и выдающимся политиком, принесшим мир и процветание чеченскому народу. Следующей точкой их визита стал Российский университет спецназа имени Владимира Путина, где им провели экскурсию, объясняя деятельность учреждения и рассказали о каждом центре на базе университета. Мы сейчас как раз занимаемся подготовкой спецподразделений, и мы показали виды подготовки, рассказали о программах, как мы будем работать с обучаемыми. И, в принципе, о возможностях Российского университета спецназа. Инструкторский состав Российского университета спецназа активно обновляет свои знания, имеет длительный бэкграунд и, естественно, объективно мы можем поделиться со своим опытом, наверное, с любыми дружественными нам странами. Почетному гостю показали современные условия подготовки бойцов. К примеру, Гудская – это аэродинамичный комплекс по подготовке парашютистов, не имеющих аналогов в стране. Господин посол изъявил желание опробовать полет в аэротрубе и остаться под впечатлением. В знак уважения и гостеприимства членам пакистанской делегации также вручили и памятные подарки сувенирной продукции университета. Спасибо. Футболка, да, спасибо. Это тоже есть. Спасибо. Вот. Вот это.
Уже на тактико-огневом центре инструкторы наглядно продемонстрировали навыки владения различными видами стрелкового оружия. После краткого курса по стрельбе гостям дали возможность проверить свои возможности обращения с оружием. По словам делегата, программа визита оказалась насыщенной и содержательной. Он отметил высокий уровень организации принимающей стороны и признался, что остался под впечатлением от увиденного в республике. Это был по-настоящему замечательный опыт. Утром я посетил могилу великого лидера Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Затем я посетил Российский университет спецназа. Там мне впервые в жизни довелось испытать аэродинамическую трубу. Незабываемые ощущения. Как говорится, когда вы в последний раз делали что-то впервые. Для меня это стало одним из самых ярких впечатлений поездки. В целом, эта поездка оставила исключительно теплые впечатления. Я посетил, пожалуй, самую красивую деревню из всех, что мне доводилось видеть в мире. Побывал на мемориальном кладбище и в уникальном учебном центре. Все это стало прекрасной возможностью для меня и моих коллег ближе познакомиться с этим удивительным краем. Я увожу с собой самые добрые воспоминания о гостеприимных людях, богатой культуре и потрясающей природной красоте. Впрочем, на этом знакомство с республикой не заканчивается. Далее в программе делегации посещение драмтеатра имени Ханпаши Нуродилова. Кроме того, детско-юношеский ансамбль «Таймох» подготовил для гостей свои лучшие танцевальные постановки, наглядно показав всю красоту и самобытность чеченской хореографии. Зрители смогли увидеть характерный контраст между стремительными, темпераментными движениями юношей и грациозными, сдержанными образами девушек. После выступления артисты и гости сделали общее памятное фото. Следующей точкой экскурсии стал новый район имени Владимира Путина. Молодой, динамично растущий объект привлекает внимание каждого гостя республики. Во время посещения нового района Файсал Термизи отметил масштаб реализуемых здесь проектов, современные темпы строительства и комплексный подход к развитию территории. Это один из лучших районов, в которых мне доводилось бывать. Я очень впечатлен, так как этот район мне напоминает Палм Джумайра в Дубае. Но в отличие от Эмиратов, здесь есть большое преимущество. Это живая и красивая зеленая природа. Я думаю, что к концу 2027 года это место будет не только лучшим местом в городе Грозный и в Российской Федерации, но и во всем мире. Новый район и вся Чеченская Республика наглядно демонстрируют ее потенциал и стремление к дальнейшему развитию. Рабиат Гайтиева, Адлан Хусейнов, Магомед Басаев, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. Парк высоких технологий, передовая инженерная школа и современные лаборатории. Посол Пакистана ознакомился с образовательным и научным потенциалом Грозненского нефтяного университета. С ректором Магомедом Минцаевым дипломат обсудил перспективы сотрудничества и запуск программ студенческого обмена. Репортаж Лимды Джамалдиновой. Как ваша программа? Хорошо себя чувствуете? Прекрасно. Я только замечательная. Дружеские улыбки и оживленный разговор. Чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в Российской Федерации охотно делится впечатлениями от пребывания в Чеченской Республике. Знакомство с Грозненским государственным нефтяным техническим университетом начинается с живого общения. Гости приглашают на экскурсию по бывшему главному корпусу вуза. Задача этого пространства – научить студентов добывать нефть трудноизвлекаемо. So the main goal of the students is to extract oil in the most challenging areas. В сложных геологических условиях и высоких Very difficult and challenging geographical locations, weather conditions, высоких температур. and high temperatures. В принципе, это то, что ждет все месторождения в глобальном масштабе. Мы просто первыми дошли до этого уровня, потому что мы первыми в России начинали добывать нефть. Это еще в конце 19 века. Первым дипломату показывают класс добычи нефти и газа. Здесь собраны основные способы эксплуатации скважин, а учебный процесс максимально приближен к работе на реальном месторождении. Следующая аудитория посвящена цифровизации. Будущие специалисты не просто работают с оборудованием, а учатся получать производственные данные и создавать цифровые модели скважин.
Подключаемся к блокам управления и управляем этой скважиной. Добываем с нее параметры, переподключаемся обратно к нашей станции. И дальше уже работаем с этими параметрами в лабораторных условиях. Далее маршрут ведет в класс моделирования бурения. Рабочее место бурильщика, панели управления и видеостена позволяют воссоздать условия настоящей буровой. Здесь обрабатывают действия в сложных производственных ситуациях и учатся быстро принимать решения. Еще одна площадка центра – аудитория газоконденсатного оборудования. А особый интерес вызывает виртуально-реальный класс. Надев очки, посол оказывается на виртуальном производственном объекте. Затем делегация направляется в главный корпус вуза, где гостю представляют научные проекты и разработки студентов. А какие именно еще вещи они сделали? Один из крупных – это баги все-таки. Да, есть многоцелевой вездеход здесь. The buggy cars. Баги М3, есть баги М4. Вот для баги М4 это новая машина, многоцелевой вездеход. Для него мы делаем конструкторскую документацию. По словам Фейсала Нияза Термизи, увиденное им подтверждает высокий уровень подготовки будущих специалистов и открывает возможности для дальнейшего сотрудничества. К слову, он видит в этом большой потенциал. Я увожу с собой самые теплые и позитивные воспоминания о Чеченской Республике. И я считаю, что нам нужно увеличивать взаимодействие, межправительственное сотрудничество, сотрудничество между людьми. Особо важно, господин посол подчеркнул, что нужно увеличивать сотрудничество между университетами и другими учреждениями. На сегодняшний день ГГНТУ имени академика Миллионщикова входит в число ведущих профильных вузов страны, успешно совмещая многолетний опыт и новые образовательные технологии. Мы начали с нефтянки, потом плавно перешли уже на территорию студенческого технологического предпринимательства. Во-первых, господин официал был удивлен уровнем оснащения именно пространства для подготовки нефтяников, ну и в целом по масштабу той работы, которую университет проводит непосредственно при поддержки руководства республики, нашего лидера Рамзана Ахматовича Кадырова. Визит посла Пакистана в Чеченскую республику подошел к концу. Знакомство с нефтяным университетом стало заключительной точкой программы и позволило увидеть, как вуз готовит кадры для нефтегазовой отрасли региона. Международное сотрудничество начинается с диалога, и такие встречи помогают укреплять связи между вузами, студентами и научным сообществом разных стран. Лимда Джамалдинова, Хусейн Мурдаханов, Вести, Чеченская республика. В Дагестане завершился 23-й всероссийский конкурс молодых алимов и хафизов Корана. Чеченскую республику на нем представлял 41 хафиз. По итогам конкурса первое место занял воспитанник школы хафизов имени Зелимхана Кадырова из села Ахматюрт Билал Магомадов. Победителю вручили главный приз – автомобиль. Второе место также завоевал представитель этой школы Абдурахим Халимов. Третьим стал учащийся медресе имени Кунта Хаджикишиева из города Курчалоя Магомед Ришиев. Призеры конкурса награждены денежными премиями. Успех молодых людей стал еще одним подтверждением сильных традиций изучения Корана в республике и высокого уровня подготовки богословов. Это большой показатель того, что в нашей республике, в Чеченской республике, проводится комплексная работа по подготовке хафизов. Их количество в этом году достигло 2508 хафизов. Также функционирующих школ хафизов у нас в республике 11 школ хафизов и 2 в стадии строительства. И в скором будущем их количество достигнет 13 школ хафизов. И еще хочу добавить, что наши хафизы регулярно принимают участие во всех всероссийских конкурсах, становятся призерами, победителями. Помимо этого, принимают участие на всероссийских, то есть на международных конкурсах, тоже часто становятся победителями и призерами школ хафизов. Это, несомненно, для нас большая гордость и большая честь. В Грозном состоялся обучающий семинар для представителей средств массовой информации по вопросам проведения многоуровневых выборов. Избирательная комиссия организовала встречу на тему информационное обеспечение выборов. В ходе встречи журналистам рассказали об особенностях работы в период подготовки к выборам в единый день голосования, который состоится 20 сентября. Участники обсудили ключевые направления информационного сопровождения кампании, а также форматы взаимодействия СМИ с избирательными комиссиями.
Разъяснили порядок и правила проведения агитации, правовые аспекты, рассмотрели периоды агитации. Работа представителей средств массовой информации будет продолжаться, потому что средства массовой информации являются неотъемлемой частью информационного обеспечения выборов, важной составляющей для нас, для избирательной комиссии. Избирательная комиссия наградила победителей и призеров ежегодного республиканского конкурса рисунков и плакатов «Выборы глазами детей». Это состязание традиционно объединяет учеников общеобразовательных, художественных и специальных школ. На суд жюри представили порядка 150 лучших работ, прошедших районный отбор. Председатель избиркома Умар Байханов поздравил победителей, пожелал им новых творческих успехов и вручил дипломы и памятные сувениры. Награды получили и авторы других запоминающихся работ, которые отметила жюри. Именно они стали участниками онлайн-голосования за приз зрительских симпатий в соцсетях избиркома. Конкурс проводится ежегодно в рамках повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей, также для популяризации темы выборов у подрастающего поколения. Отрадно, что ежегодно конкурс набирает обороты и становится популярным. Дети участвуют. Конкурс проводится в 3 номинациях среди 5-7 классов и 8-11 классов, а также среди детских художественных школ. Офицер из Чеченской Республики Сайдмагомед Юнаев возглавил управление Росгвардии по республике Мария Эл. Соответствующий указ подписал президент России. Полковник Юнаев, выпускник президентской кадровой программы «Время героев», созданной для подготовки управленцев из числа отличившихся бойцов СВО. За плечами офицера более 24 лет службы и множество государственных наград. Подробнее о его боевом пути в репортаже Ахмеда Рамазанова. Свою трудовую деятельность Сайдмагомед Юнаев начинал в должности экономиста в Чечен-Водоканал. Однако сложная обстановка в регионе и стремление приносить пользу обществу побудили его в 27 лет сменить профессию и перейти на службу в правоохранительные органы. Этот шаг стал началом масштабного карьерного пути. Послужной список Сайдмагомеда Юнаева впечатляет. Его путь в правоохранительных структурах начался с нефтеполка, где он безупречно прослужил 3 года. Каждая следующая ступень в карьере становилась подтверждением его высокого профессионализма. На тот момент в республике была очень тяжелая ситуация. Республика была полностью разрушена. Никто не понимал, чем это все закончится. Но благодаря главе нашей республики, благодаря Ахмату Хаджи Кадырову, в республике началось восстановление всех структур власти. Поэтому я решил для себя выбрать именно путь правоохранительных органов. Моя служба началась с 2003 года с полка полиции ООО при МВД по Чеченской Республике. На тот момент командиром полка был Далимханов Адам Султанович. В народе его называют еще нефтеполком. Я служил в 7-й роте, командиром роты был Айдамиров Далимбек Мусаевич. Через 3 года я перешел в полк имени Ахмата Хаджи Кадырова, называемый в народе полком «Север», который находится в районе Луча. Там послужил я 10 лет и с 2016 года проходил службу в управлении Росгвардии по Чеченской Республике на должности заместителя начальника штаба управления Росгвардии. Постоянное самосовершенствование и тяга к знаниям всегда были его главными ориентирами. Накопленный опыт помог Сайдмагомеду в один из самых ответственных периодов жизни. В 2024 году стартовала президентская программа «Время героев» на базе РАН-Хикс, созданная специально для участников специальной военной операции. Конкурс был масштабным, около 500 человек. Полковник Юнаев не просто вошел в число лучших, но и стал единственным представителем своего региона в первом потоке проекта. Мужчина завершил обучение с отличием. Я всю свою жизнь, можно сказать, я учился, чтобы достигнуть чего-то в жизни, надо не останавливаться на одном месте. Поэтому я хотел научиться чему-то новому, познать новое, поэтому подал анкету, заполнил тесты и так удалось пройти отбор. С 2024 года я проходил обучение в этой программе. Приезжал домой я не часто, несколько раз в год. За это время я проходил стажировку в 3 организациях. Акционерное общество «Яковлев» в Москве,
Министерство транспорта России и акционерное общество «Российский экспортный центр». Блестящие результаты открыли перед Сайдмагомедом новые горизонты. Назначение на должность начальника управления Росгвардии по Республике Марий-Эл стало закономерным признанием его заслуг. Коллеги и боевые товарищи единодушно отмечают его преданность делу и стратегическое мышление – это залог безопасности региона. О Сайдмамаде могу я сказать только хорошие, только положительные отзывы могут быть о нем, потому что это офицер, который своим трудом, своим отношением к службе доказал, что он достоин этого звания, этой должности. И могу охарактеризовать его как профессионала своего дела и подготовленного офицера. Если говорить о профессиональных качествах Сайдмамада, то я, как и все мои коллеги, можем отметить тот факт, что Сайдмамад отличается своим серьезным отношением к службе, своей прагматичностью и профессионализмом прежде всего. Конечно, с одной стороны и грустно, и не совсем хочется отпускать такого нашего близкого товарища и коллегу в другой территориальный орган. Но, с другой стороны, это мы рады и горды тем, что именно наш сотрудник, наш коллега выдвинут на такую почетную должность. И я бы ему пожелал, прежде всего, быть таким же профессиональным, ответственным, помнить, что он там представляет не только управление Росгвардии, но и целый народ, целую нацию, поэтому быть достойным имени чеченского офицера Росгвардии. Сегодня перед полковником Юнаевым стоят масштабные задачи по укреплению правопорядка и защите государственных интересов на новом посту. Республика Марий-Эл получила руководителя с огромным боевым опытом и отточенными навыками. Ахмед Рамазанов, Алисхан Кацулов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Отправная точка селения Ялхароя – уголок первозданной природы, густых лесов и неприступных горных уступов. 40 участников пешего похода прошли проверку на выносливость. Маршрут пролегал через каменные башни, вел к пещерному городу Вейлах, одному из древних культовых центров чеченцев. О живописных вековых исполинах и уникальных памятниках истории в репортаже Медины Мударовой. Испытать себя на прочность, прикоснуться к тайнам древности и увидеть Чеченскую Республику с новой высоты. 40 энтузиастов вновь готовятся покорять горные окрестности Каланчорского района. Общий сбор в 8 утра. Путешественники двинулись в путь. Дорога не близкая, но насыщенная. Дорога в Каланчорский район – это уже половина приключения. Путь к пещерному городу Вейлах по плечу далеко не каждому транспорту, но наш внедорожник уверенно преодолевает километр за километром. Совсем скоро мобильная связь исчезнет окончательно. Мы оставим машину у подножия и начнем пешее восхождение к древним гротам. Рюкзаки уже собраны, команда готова, и наше погружение начинается прямо сейчас. Один поворот за другим. С каждым разом видно горы открывается все лучше. Величественные скалы, утопающие в зелени, плывущие облака, старые каменные сооружения. Эти пейзажи заставляют путешественников то и дело глушить моторы, чтобы запечатлеть красоту. Открываются очень красивые пейзажи. Здесь природа, не тронутая цивилизацией. Очень красиво. Высокие горы, зеленая природа. Видно, что есть старинные тропы, которые раньше использовались. И очень хорошее впечатление. А в Каланчорском районе в походе в первый раз? Да, я в этом районе первый раз. Мне было очень интересно сюда попасть. А вот и точка назначения – селение Ялхарой. Отсюда группа должна отправиться в сторону селения Вейлах. Здесь гиды проводят первый инструктаж, обговаривают детали маршрута. Этот маршрут мы открыли 2 года назад, получается. Сначала зимой приходили на разведку, вроде как джип-тур, но пришлось джип оставить пешком, пройти посмотреть. И потом 2 года назад мы весной сюда вернулись, нашли тропу, как можно пройти, и вот 2 года уже сюда водим тоже. Ну, людям нравится, да, они просятся сюда? Да, это один из самых, в принципе, популярных пеших маршрутов в нашей компании.
Теперь участников ждет незабываемый путь протяженностью в более 10 километров. На каждом промежутке дорога радует неповторимыми пейзажами, величественные горы и чистый воздух. Именно здесь ощущаешь всю мощь природы и связь с ней. Первым делом путешественников встречают старинные склепы. Больше 80 лет в этом районе никто не проживает, кроме вот некоторых кошаров, пастухов, кто тут живет. Семьями куда с тех пор. Тут в свое время было до ислама язычество. И были солнечные могильники. Вот один из них, это солнечный склеп. Тут хоронили до 30 человек одной из фамилий, семьи. Зрелищности маршрута добавляет солнечная погода, моментами сменяющаяся в дождь. А туман делает место еще загадочнее. Горы не любят слабых, они испытывают каждого на прочность, но именно здесь рождается настоящий дух приключений. Чтобы добраться до заветной цели, группе предстоит преодолеть затяжные подъемы. На протяжении всего маршрута попадались солнечные могильники и каменные изваяния, оставшиеся еще с языческих времен. Что интересно, что Вести группу по диким тропам – задача ответственная. В горах легко потерять ориентир, поэтому безопасность туристов полностью в руках опытных проводников. Время от времени тишину нарушает резкий свист. Так проводник использует специальный свисток для отпугивания диких зверей. Мышцы горят от усталости, а дыхание сбивается. Но никто не думает поворачивать назад. Группа уже на месте. Вот он, пещерный город Виилах. Таких пещер здесь около 1000. Трудно представить, но эти холодные каменные стены когда-то заменяли людям домашний уют. В суровые времена эти просторные пещеры становились временным жилищем для сотен людей, искавших здесь спасения. Каждый грот в Виилахе хранит молчаливую историю мужества наших предков. Существует версия, что эти пещеры и склепы когда-то служили своеобразной зоной карантина. Во времена эпидемии опасных болезней горцы добровольно уходили сюда в изоляцию. Так, жертвуя собой, они оберегали свои семьи от опасности заражения. Реально, действительно профессионалы. Все четко прошло. Ну, можно сказать, вот это место можно добавить в свою копилку. Путь пройден, дело осталось за малым. Конечно же, после такой дороги хочется перекусить. На столах аппетитный шашлык, овощная нарезка и различные вкусности. Участники похода в восторге и уже наметили планы на следующую поездку. Машалла, очень красиво, я в восторге. Организаторы самые лучшие, Чечня Discovery, полный вперед. А как часто вообще ты посещаешь? Это 3-й поход за всю жизнь. Да, мне очень понравилось. С каждым годом такие авантюры в республике набирают все большую популярность среди местных жителей. Впереди у путешественников новые маршруты. Медина Мударова, Ислам Нацуров и Исатель Мампукаев. Вести, Чеченская Республика. В Российском университете спецназа состоялся региональный этап всероссийской игры «Зорница 2.0». Ребята осваивали основы военного дела, закаляли характер и учились работать в команде. О том, как проходили испытания и кто стал лучшим, в репортаже Ахмеда Рамазанова. В ходе соревнований команды продемонстрировали навыки строевой и огневой подготовки, преодоление военизированной полосы препятствий, оказание первой помощи, а также умения в области радиационной, химической и биологической защиты, инженерной подготовки и в тактической игре «Штурм». Данные соревнования проводятся уже не первый раз, уже несколько лет подряд мы сотрудничаем с военно-патриотическим клубом «Воин» Чеченской Республики. Уже несколько лет подряд они благородно предоставляют нам площадку для реализации нашего проекта «Зорница 2.0». Нашим движением первых, оно реализуется только благодаря тому, что «Воин» нас поддерживает. Сегодняшнее мероприятие, которое проходило в средней категории, вчерашнее мероприятие, которое было в старшей категории, прошли на ура. Соревнования проводились в старшей и средней категориях в течение 2 дней и объединили команды из республики. В течение 2 дней дети, победившие в муниципальных этапах игры «Зорница 2.0», соревновались между собой в различных номинациях. И в итоге были выявлены лучшие из лучших, победители, как было уже сказано, в категориях средней возрастной и старшей возрастной категории. По итогам состязаний призовые места распределились следующим образом. В старшей категории золото забрала команда Forest Воин, серебро получил гудермесский коллектив Борс, ну а бронзу кадеты 95. В средней категории триумфаторами стали представители команды Forest, а 2-е и 3-е места закрепили за собой 2-я школа города Аргун и Феникс 095. Сначала думала, что здесь будет очень сложно, что здесь будет очень странно, я ничего не смогу. Но когда начала играть,
У меня болело все тело, но эмоции были незабываемыми. Просто яркие краски. Приходите на Зорница 2.0, честно, вы не пожалеете. В очередной раз Российский университет спецназа имени Владимира Путина стал площадкой для проведения патриотической игры «Зорница». Организаторами выступили Движение первых, Юнармия и филиал Центра воин. Ахмед Рамазанов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Студенты чеченских вузов отметили День России патриотической акции «Молодежь России. Единство, память и развитие». Мероприятие организовала профсоюзная организация студентов при поддержке молодежных и общественных объединений. Празднование началось с торжественного возложения цветов на аллее Славы. Репортаж Дени Хамидова. Начиная мероприятие, студенты, волонтеры и представители общественных организаций республики возложили цветы к мемориальному комплексу, почтив память героев, внесших вклад в историю страны. Этот праздник объединяет всех, кто гордится своей родиной, чтит ее историю и верит в ее великое будущее. Сегодня на мероприятии собрались те, кто каждый день трудится во благо нашей страны. Это представители сферы образования, лидеры общественных организаций, сотрудники министерств и ведомств. Важная дата в календаре День России объединила активную молодежь республики вокруг идей патриотизма, сохранения исторической памяти и общественной деятельности. Такие встречи помогают укреплять связь поколений и вовлекать молодых людей в реализацию социально значимых инициатив. Сегодня мы с представителями из 3 вузов нашей Чеченской Республики приехали на совместное мероприятие, организованное ко Дню России. Тут есть представители разных сообществ, которые активно разрабатываются у нас в ВУЗе. Это «Твой ход», российские студенческие отряды, а также актив и профком каждого университета. На самом деле такие поездки очень сильно сплочают, поднимают общий дух молодежи Чеченской Республики, потому что действительно есть эта атмосфера, дружелюбие, сплочение и единство. Мне кажется, это то самое, что нужно на празднование такой важной даты, как День России. Затем участники посетили карбоновый полигон Чеченского государственного университета, где ознакомились с научными и экологическими проектами. Здесь же состоялась презентационная программа, посвященная молодежным инициативам, добровольчеству и общественной работе. Здесь присутствуют различные общественные организации, которые будут презентовать свою деятельность. Такие мероприятия у нас проводятся на регулярной основе, и они всегда проводятся на высшем уровне. По-другому у нас не бывает. Завершился проект на озере Казино Ам. В неформальной обстановке участники обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и новые совместные проекты. Подобные мероприятия способствуют развитию молодежного движения и формированию активной гражданской позиции. Маршрут сегодняшнего проекта объединил сразу несколько важных тем: памяти героев, развитие молодежных инициатив и знакомство с современными достижениями республики. Подобные мероприятия позволяют не только обмениваться опытом, но и находить единомышленников для реализации новых общественных и патриотических проектов. Дени Хамидов, Атлан Хусаинов, Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Войнаха в социальных платформах.